Да. У меня нету, и я не буду сегодня. А? Нет. Алло. Какую тебе голову надо прикрутить? Завтра перекрутим. Утром. Завтра утром открутим. Ну я уехал. У меня нет. Мне вчера сказал на какую-то эску. Но на эску, ну, мне сказали переключивать на эску я не нашел. Сказал Радобергер, закончится, переключите на эску. Все. Алло. Не этот, как его, который у тебя был, подменял. 2 дня назад сказал, что надо на эску. У меня эски нету. Ну вот я и потому ему говорил, что у меня нету эски. А на простую никто не говорил, переключу. Я уехал уже. Если получится, может подъеду, не получится. Дай сюда. Иди скажи, чтобы даже видишь, что завтра с утра точно приеду. Сегодня, ну если буду успевать с хоккея на футбол, я приеду. Добрый день. Они, блядь, убирали, блядь, эти ворота, они кидали, блядь, объединили. Какие думни, блядь, какие ворота таскает, нахуй, ёб твою мать, зад вперед, нахуй. А, блядь, сколько раз говорил, нахуй? Давайте вот мы ворота сами таскали. Это пиздец, блядь, тренерам, нахуй, блядь. Я когда пойду на поле, там, ворота тяжелые, нафиг эти вот. То ж нет, не алюминиевые нам. Что? А что, бабручанка будет или витебчанка играть? Видите, не кручивайте, пошли. Пошли, кто самый быстрый. Ворота передал, где мы людей Какие? Олеся орёт, не ставьте ворота. Ставьте ворота, ну нормально стоят они. Тише. Ну, куда? Куда? Ну сюда не скинут, не знаю куда. Какие? Я? Ну, поставите к этому забору. Нет, убирайте, чтобы... Это круто не судит. Правильно, Не, не ворота тяжелые. Я понимаю, хорошо, а с кем я их перенесу? Ну эти там, алюминиевые подтаскивают, а те... Туда. Туда было. Так они в углу там не стоят. Еще туда было. Хорошо. Вы поняли, что сейчас делать? А где эта табличка? Коля идет. Вот. Старший тренер. Табличка сказала, что у вас. Я вот не знаю, ладно. Сейчас вот. Пошли. Идите, движите, подвиньте ворота туда. Александр Владимирович, идите, Олег, помоги. Что делать?
Ворота Иди помоги. Табло работает, да? Как работает? Я давно все включаю. Если горит лампа. Вот, вот.
можно приезжать, блядь? Нет, вот здесь вот, солнце нет. Тень это С другой стороны, да. вот. Вот и есть и спинка, блядь, видишь? Ну, блин. Как там можно видеть? Заебись бабы играют. Олег, на сколько там бабы? Вместе? Да. Такие высокие девки. На голову нашу. Давай. Ну. Да, у меня он такой. Да. Иди туда в кабинет. Я уже перевез ворота. Вы вашего давно не понимаете. Ну за какие это?
Самое главное, все на быстро. В одном показывают, что это 5 во втором показывают, что 17 а в третьем показывают, что с чатом на кухне. 2 часа. Вот это.
не дешевые. Знаете что, дайте через полчаса. Мне кто-то участвует. Хорошо? Все, спасибо. Нет, я могу забыть. Лучше выйти. Хорошо? Да. Добрый день, уважаемые любители футбола. Мы рады приветствовать вас на матче 11-го тура женской высшей лиги среди команд «Динамо Брест», футбольный клуб «Витебск». Прослушайте составы команд, которые определили главные тренеры. Наши гости: футбольный клуб «Витебск». Номер 12 Елизавета Конов. Номер 7 Анна Денисенко. Номер 8 Сабина Казиева. Номер 9 Наталья Васильева, капитан команды. Номер 10 Якушевич Александра. Номер 11 Вероника Торкун. Номер 14 Александр Нестерович. Номер 15 Мария Пешина. Номер 19 Виталия Романович. Номер 23 Ольга Васильева. Номер 77 Екатерина Янчаренко. Главный тренер команды Сергей Вехтев. Футбольный клуб «Динамо Брест». Номер 20 Дарья Виноград, капитан команды. Номер 2 Софья Клюкина. Номер 3 Алина Бабко. Номер 8 Ирина Катроша. Номер 9 Александра Каганюк. Номер 11 Величинская Карина. Номер 13 Виктория Сидорчук. Номер 15 Дарья Мышленник. Номер 16 Анастасия Евзрезова. Номер 19 Анастасия Крахмалова. Номер 25 Александра Плохова. Главный тренер команды Андрей Сычик. Матч обслуживают судейская бригада, главный судья Дмитрий Шевчик, город Минск. Первый помощник
Андрей Шумкин, город Минск. Второй помощник Александр Лепешко, город Смолевичи. Резервный арбитр Олеся Гутник, город Брест. Инспектор матча Дмитрий Дагилевич, город Жодино.
тут такое происходит? Что тут происходит? Почему я тут? Thank you.
Yeah.
должен быть подобный. Скажи, Челнодеев произносит Нет, в субботу мы завтра работаем. 10 на 100. Тоже здесь?
Закончился первый тайм футбольного матча между Динамо Брест, футбольный клуб Витязь. Счет 0-0.
Что
Когда 5 минут. 5 минут второго тайма. Ты остановишься? Нет еще. 49-30. Я... Четыре, 3, 2, 1, 0. Спасибо. Ничего, Настя, ничего, нормально.
На 58-й минуте происходит замена в команде футбольного клуба «Динамо Брест». Вместо игрока под номером 16 Анастасии Изрезовой в игру вступил игрок номер 18 Елизавета Хандоба.
Да, да, напомню. А можешь, кстати, просто что-то по-моему есть. Ну, правда, не 4. На 64-й минуте матча замена в команде футбольного клуба «Олимпис». Вместо игрока под номером 11 Толкун Вероника в игру вступил игрок под номером 17 Дарья Михан.
Это показывает. На 70-й минуте матча гол ворота команды футбольный клуб «Динамо Брест» забил игрок под номером 77 Екатерина Янчеленко.
10 минуты команде «Динамо» Брест замена. Вместо игрока под номером 9 Кагенюк Александр в игру вступает игрок под номером 7 Яцушкевич Ирина. И вместо игрока под номером 19 Крахмалова Анастасия в игру вступает игрок под номером 6 Ложинская Вероника. Что замену надо было делать 10 минут раньше. Неужели он не видит, блядь, что там поплыло и это, и ходит шагом? Помимо ту, которая могла забыть и убежать.
На 79-й минуте матча замена в команде «Динамо Брест». Вместо игрока под номером 15 мы шли. Далее в игру вступил игрок под номером 17 Львович Виктория. Вместо игрока под номером 13 Сидорчук Виктория в игру вступил игрок под номером 14 Екатерина Шилова. На 82-й минуте матча в команде футбольного клуба «Витязь» произошла замена. Это игрока под номером 15 Мария Тушина. В игру вступает игрок под номером 13 Ольга Игнатенкова.
На 83-й минуте матча гол в ворота команды футбольного клуба «Динамо Брест» забил игрок под номером 77 Екатерина Янчеленко. На 87-й минуте матча в команде футбольный клуб «Питерск» произошел замена. Вместо игрока под номером 8 Казиева Сабина в игру вступает игрок под номером 20 Скрипкова Елена. Вместо игрока под номером 9 Васильева Наталья в игру вступает игрок под номером 4 Валентина Нижегородова.
Закончился очередной матч чемпионата Республики Беларусь среди женских команд. Со счетом 2-0 победу одержала команда футбольников «Витебск». Алиса, давай мячи. Все понятно. Буду подходить к вам. Скажите, фломастер. Что за фломастер? Точно. А вы что делаете, брат? Тренировка. Своей подруги? Нет, тренировка. Что она такая, блядь, рассказать? Ну не знаю. С той войны.